Объекты поражены. На Купянском направлении в течение недели подразделения западной группировки войск активными действиями улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение. Kementerian Pertahanan Federasi Rusia baru-baru ini merilis sebuah video yang langsung menjadi sorotan publik. Pasalnya, video tersebut menampilkan sejumlah serangan yang telah dikirimkan infanteri Rusia ke arah posisi kelompok militer Ukraina. Seperti yang terlihat dalam postingan yang diunggah akun Telegram @MAD-Rusia pada Sabtu 9 Maret 2024. Keterangan unggahan menyebutkan video tersebut merupakan ringkasan Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tentang kemajuan operasi militer khusus. Di akhir video juga terlihat jumlah data mengenai posisi dan peralatan infanteri Ukraina yang berhasil dihancurkan pasukan Putin untuk periode 2 Maret hingga 8 Maret 2024. Sebanyak 14.658 pesawat berawak Ukraina berhasil dijatuhkan, tank dan kendaraan lapis baja sebanyak 15.400 dan masih banyak yang lainnya. Insiden ini diketahui membuat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky harus putar otak. Бригад вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики. Потери противника на данном направлении за указанный период составили свыше 540 украинских военнослужащих, 2 танка, 4 боевые бронированные машины, 20 автомобилей, 18 орудий полевой артиллерии и боевая машина реактивной системы залпового огня «Град». На Донецком направлении подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 5-й, 92-й штурмовых, 28-й, 33-й механизированных, 46-й, 81-й аэромобильных бригад Вооруженных сил Украины и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка и Красная Донецкой Народной Республики. Кроме того, отразили 8 контратак противника в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка и Победы Донецкой Народной Республики. Потери вооруженных сил Украины на данном направлении за неделю составили более 1970 военнослужащих, 11 танков, 17 боевых бронированных машин, 47 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», а также боевая машина зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10». Также уничтожено 10 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» продолжали занимать более выгодные рубежи и позиции. Во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение скоплением живой силы и техники 23-й, 31-й, 47-й, 78-й, 110-й механизированных, 59-й мотопехотной, 71-й егерской бригад, а также 103-й и 107-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Тоненькая, Торецк, Очеретино, Новоселка 1, Майорск и Розовка Донецкой Народной Республики. Отражены 65 контратак штурмовых групп Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Бердычи, Тоненькая, Ленинская, Петровская, Новгородская, Первомайская и Орловка Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении противник потерял свыше 2860 украинских военнослужащих, 7 танков, в том числе 2 «Абрамс» производства США, 34 боевые бронированные машины, 47 автомобилей, 20 орудий полевой артиллерии, пусковую установку реактивной системы залпового огня «Хаймарс» производства США и боевую машину зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10». На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение подразделениям 65-й, 72-й, 118-й механизированных, 58-й мотопехотной бригад Вооруженных сил Украины, 102-й, 105-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новодонецкая, Угледар, Доброполье, Шевченко, Старомайорская Донецкой Народной Республики и Малиновка Запорожской области. Кроме того, отражены 3 контратаки подразделений 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Водяное Донецкой Народной Республики. Потери противника на данном направлении за указанный период составили до 1620 украинских военнослужащих, 6 танков, 13 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 7 орудий полевой артиллерии, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», 2 боевые машины зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10», а также боевая машина зенитно-ракетного комплекса «Штормер» производства Великобритании. На Херсонском направлении российские войска заняли более выгодные позиции и нанесли комплексное огневое поражение живой силе и техники
65-й, 117-й, 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой бригад, 35-й, 36-й, 38-й бригад морской пехоты Вооруженных сил Украины, 14-й, 23-й бригад Нацгвардии Украины и 126-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Пятихатки, Нестерянка Запорожской области, Ивановка, Садовое, Михайловка, Антоновка и Токаревка Херсонской области. В районе населенного пункта Работино Запорожской области отразили 2 атаки штурмовых групп 118-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника на данном направлении за неделю составили более 295 военнослужащих, 2 танка, 22 автомобиля, 9 орудий полевой артиллерии, а также 2 пусковые установки реактивных систем залпового огня «Хаймерс» производства США. Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины, 5 крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, зенитная управляемая ракета зенитно-ракетного комплекса Patriot производства США, 7 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 33 реактивных снаряда систем залпового огня «Хаймерс» производства США, а также 796 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 24 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 576 самолетов, 267 вертолетов, 14 658 беспилотных летательных аппаратов, 482 зенитных ракетных комплекса, 15 400 танков и других боевых бронированных машин, 1234 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8322 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 19 498 единиц специальной военной автомобильной техники. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.